Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Очень часто во время прямых эфиров, во время каких-то интервью всегда появляется кто-то, кто дает свою ремарку, что так татары не одевались, так они не носили, так нельзя. И это моя самая любимая часть. Я всегда с таким азартом, ну, в исламе это не разрешено, но отвечаю людям, которые считают, что религия и национальность — это вообще отдельные понятия, или наоборот, в дичайшем слиянии начинают путать. И причем чаще всего, то есть эти претензии, они как раз-таки относятся именно к девушкам, которые в платке. То есть вот ты ходишь без платка, ты татарка, и вопросов к твоей принадлежности их не возникает. А вот если ты покрытая, ходишь по улице в платке, то сразу появляются люди, которые задают вопросы, вот почему так по-турецки, по-арабски, и вот поехали по всем национальностям, хотя на самом деле у них тоже специфика достаточно узкая. То есть если мы там возьмем арабов, это такая легкая просто отсылка, да, у них национальная одежда как раз-таки черная, платки, и это не только религиозно обусловленная история, это история, обусловленная именно климатом. Об этом мы сегодня тоже поговорим, потому что татар это тоже касается. Именно место, где, собственно, они проживали и зарождались как культура, как национальность. И также, собственно, с турками. Но сегодня мы говорим о татарах, и сначала мы с вами познакомимся, если вдруг кто-то вот пришел от «Миллиард татар», и мы не знакомы. Меня зовут Джанат Мингазова. Я являюсь экспертом в области моды, международно признанным, выступаю с лекциями. Также я являюсь основателем проекта Modest Covered и автором Fashion Iftar. Это такой мой проект-визиточка, но, собственно, я еще и с командой выступаю подрядчиками таких мероприятий, как Казань Форум, БРИКС. Собственно, кто к нам обращается с большим подрядом, связанным с объемом в 1000+ людей, мы это очень легко берем и с удовольствием. Итак, по поводу нашей темы, да, татарская скромная мода. Было очень интересно услышать это в сочетании, потому что само явление modest fashion, оно очень популярно по всему миру, не только у нас в России, не только связано с татарами. Это движение, которое активизировалось примерно в 2017 году, когда бренд Max Mara выпустили модель Халиму Адам в платке на подиум. И это вызвало огромный резонанс, что так, оказывается, можно было, что, оказывается, с этой аудиторией стоит взаимодействовать. И с точки зрения покупательской способности, это я уже говорю как эксперт, мусульманская аудитория, она выше. Сегодня мы с вами поговорим о разнице понятий. Я сразу попрошу вас о некой лояльности, потому что презентацию я делала за 2 дня, и весь основной материал, он у меня в голове, в моем восприятии. Если вдруг вы с чем-то согласны, не согласны, или у вас будут вопросы, вы сможете задать их после лекции. Я буду здесь, мы заложили на это время, не переживайте. Но и в процессе, если вдруг вы будете мне задавать вопросы, я буду очень рада, потому что в контактном варианте мне как-то даже будет легче доработать эту историю. И в будущем с этой лекции, возможно, выходить еще где-то. Собственно, почему татары одевались закрыто до ислама? Потому что мы понимаем, что татары существовали и до религиозной истории, и что формировало то, как они одеваются. Конечно же, в первую очередь это климат Поволжья, сезонность, кочевой, полукочевой образ жизни и одежда как защита тела и практическая необходимость. Важно понимать, что это очень сильно влияет на формирование культуры, в том числе, то есть как идет покрытие, почему оно идет полное, почему закрываются руки, ноги, и напрямую влияет как раз-таки именно климат, который у нас здесь был. Вот как раз-таки об этом мы и поговорим. Это закрытость как культурная норма. Татары всегда одевались многослойно. Это всегда была рубаха, это всегда была многослойность, и наслаивались уже украшения, рубашки, наслаивались такие вот жилеты национального характера. И напрямую это также говорило о статусе человека. То есть есть очень большая разница между городскими татарами и между деревенскими татарами. Это сказывалось на элементах одежды, это сказывалось на украшениях, на именно как правильно сказать, богатстве этих украшений, потому что однажды вот как раз-таки я буду всегда с отсылками к историям, которые у меня в реальной жизни происходили, и к спорам переходить. Были споры на тему того, что вот татары деревенские, они украшения не носили.
и вообще у них не было денег. Но когда мы говорим о татарах, мы не говорим об украшениях, золото, бриллианты, да, мы говорим об украшениях, которые делались своими руками. Это хасите, это якашумбара, которая, к сожалению, пока подзабыта, но я очень надеюсь, что это украшение возродится в полной красоте и в полном вот проявлении. Это изю. И все эти украшения в деревне это было или в городе, они создавались из того, что уже было на руках. То есть оставшиеся пуговицы, монетки. Поэтому, когда мы смотрим исторические варианты в музее, очень часто мы видим, что там даже могут быть монеты Великобритании. Ну, то есть вот нечаянно она попала как-то в страну к татарам, да, и они ее, конечно же, пришили, потому что использовать здесь не могут. Сказать, что как мы путешествовать там, допустим, я не знаю, в феврале полечу в Лондон, а потом еще через полгода повторю этот трип, такого, конечно же, не было. И это просто как воспоминание дополнялось в украшениях. И говоря о социальном смысле одежды, мы говорим вот то, что я говорила, отражали возраст и статус, различие девичьей и женской одежды и сдержанность как признак зрелости и достоинства. То есть по одежде можно было определить как раз-таки, эта девушка еще замужем, не замужем, в каком статусе она находится. И поэтому я здесь приложила такие варианты, где вот девушки, которые еще не в платках, это были совсем еще молоденькие, именно девочки до того, как они стали женщины, до того, как они стали готовы к браку. И это, то есть сразу можно было понять, что девушки молодые. И вот здесь мы как раз-таки тоже видим все эти украшения, о которых я говорила. Головной убор калфак, то есть татарки и до ислама, и после ислама покрывали голову, просто полнота покрытия немного отличалась. Но сказать так, что татарки ходили с распущенными волосами, что они там придавали объем или этим кичились в обществе, такого не было никогда, потому что в основе своей волосы всегда были собраны. И даже история, связанная с чулпами, которые прикреплялись к косе, они прикреплялись для того, чтобы татарку было слышно издалека, и чтобы мужчина, когда слышит звук этой чулпы, он либо переходил на другую сторону улицы, да, если это происходит на улице, либо смотрел в пол и не разглядывал девушку, потому что у татар вот адаплелек, назовем это так, это было в крови, в культуре, да, и самое главное, это огромное уважение к девушке, к женщине, что это не объект, скажем так, сексуализации, потому что и объективизации, потому что как раз-таки это в том числе основное свойство и скромной моды, modest fashion. Поэтому modest fashion относится не только к мусульманам, как мы привыкли считать, да, здесь соотносить. Modest fashion, благопристойная мода, она соотносится и с христианами, и с девушками, которые не соблюдают никакую религию, просто потому что они устали от вот этой объективизации, они выбрали скромный вариант образа. Когда и почему закрывали волосы? То есть полное покрытие волос происходило после замужества. Девушки могли носить открытые или частично закрытые уборы. И волосы — это символ женской силы, рода и чести. Вот здесь это очень сильно соотносится с как раз-таки религиозным пониманием, почему девушка закрывает голову платком. Именно потому, что волосы являются основной красотой женщины, и ее сохраняют для мужчины, для мужа. И вот здесь я выбрала фотографии. Первая как раз почему молодая девушка, которая еще не замужем, не невеста, там, не на выданье, да, и девушка с ребенком, которая уже, видимо, вышла замуж, родила. То есть мы видим разницу, что одна без платка, вторая уже в платке свои волосы прикрыла. На второй фотографии это уже очевидная фотография супругов, потому что они прикасаются друг к другу, и такое возможно было с отцом, братьями, либо с мужем. И здесь я предполагаю, что это все-таки муж. Голова у девушки также платком яулык прикрыта. И вот третья фотография, мы видим юность, мы видим именно молодых девочек, и они все как раз-таки вот уже еще не в платках, а только в колфаках. Но при этом абсолютно на всех фотографиях очевиден тот факт, что через одежду обыгрывалась принадлежность к культуре. То есть мы вот посмотрим, да, и мы поймем, что это все татарки. Не будем оценивать, там, мусульманка, не мусульманка, мы будем просто понимать, что здесь это именно культурный код.
И, собственно говоря, о традиционных головных уборах стоит отметить, что был колфак, девичий головной убор, яулок — это платок замужней женщины. Форма и способ ношения, они относились к культурному коду. Конечно, головных уборов исторически, я как человек, который отучился на дизайнера модельера, могу сказать, что их гораздо больше. Там есть разницы и в длине, и в объеме, и от этого зависит статус. То есть это на самом деле очень много показателей. Мы сегодня не идем глубинно в эту историю, то есть у нас не по национальной моде, а у нас по соотношению с религиозной историей. Поэтому мы взяли базово это колфак и это яулок, и как он соотносится. Именно для этого как бы я подбирала фотографии примерно 19 веков, связанные с тем, как девушки носили, как это отличалось и почему это происходило в таком варианте. И, собственно, принятие ислама татар — это очень важный факт, который вот в данной теме невозможно не отметить. Ислам был принят в Волжской Булгарии в 922 году. Процесс был постепенным и ненасильственным. То есть почему он был ненасильственным? Так как у татар уже сложилась культура закрытой одежды, да, покрывающей руки, ноги в силу холода и ветров, в силу того, что уже культурно складывалось такое уважение к женщине в плане взглядов, взаимодействия. Религия встроилась в уже существующую культуру. То есть она лишь ее дополнила, она ее украсила, но она ее не оттяготила ни в коем случае. И, собственно, влияние ислама на костюм — это усиление идеи сдержанности и целомудрия. Это закрытая форма получила религиозное подтверждение, да, то есть до этого мы опирались только на культурный код в рамках формирования костюма, и национальный костюм, он не был заменен. Здесь вот как раз-таки очень важно понимать, что религия и национальность татарская, они очень легко уживаются и дополняют друг друга. Поэтому очень спорно я отношусь к аргументам, что татарки вот так не носили, так не одевались. На самом деле у них это было в крови и до религии. Религия лишь укрепила эту сдержанность, эту аккуратность. И что самое интересное, это не влияло на то, что татарки были очень активными, то есть они получали образование, они ездили за границу, они помогали своим мужьям, то есть они не были таким чуждым элементом, скажем так, да, что женщина-татарка, вот она покрылась яулок, замуж вышла и сидит дома. И в этом плане я могу порекомендовать один спектакль Басавниги Демидова, который посвящен 3 татаркам, которые стали писательницами, открыли свою школу. Может, кто напомнит название, у меня прям совсем вот вылетел. Там один единственный такой спектакль, он очень классный. Он Табу, да, Табу. Вот он, не знаю, меня пробил до слез, потому что я редко так реагирую, но вот мне действительно в Казани вот эта постановка очень понравилась. Мне понравилось, как татарок показали именно развитыми, стремящимися к знаниям, преодолевающими сложности и при этом придерживающимися своего культурного кода. Вот, поэтому я очень вам рекомендую. Там про 3 татарок я не буду раскрывать, как бы там в процессе вы знаете, но это очень красиво. Собственно говоря, вот как раз-таки об украшениях, то, о чем я говорила, да, это обязательная часть женского образа, символ рода, достатка, возраста. Они передавались по наследству и передаются до сих пор. Я с собой, кстати, взяла украшения, наверное, покажу. У меня есть браслет, которому больше 100 лет. Его, получается, моя прабабушка сделала. Она все свои украшения собрала из серебра, и для сестер отлили браслеты. Но все браслеты потерялись, кроме браслета моей бабушки. И несмотря на то, что много сестер у нас было, двоюрных, имеется в виду, у меня родных нет, браслет решили отдать мне. Просто в силу того, что с бабушкой у нас были очень близкие отношения. Вот такой браслет. Если глубинно изучить, на самом деле, вот эти орнаменты, которые нанесены, они тоже отличаются по регионам. То есть в разных регионах разные орнаменты и принадлежность к определенным татарам. Это очень интересно, если глубинно изучать. Такая вот застежка, чтобы не потерялась. И вот он до сих пор выглядит актуально, что очень интересно. Собственно, я взяла, на самом деле, много национальных
украшений, но я думаю, что все видели. Если вдруг кто-то хочет посмотреть, я могу дать. Почему? Потому что, когда я езжу в МГУ, я с собой эти украшения беру, и там, конечно, студентам очень интересно, так как они их не видели, они с этим не знакомы, и просто вот поллекции они их разглядывают, задают вопросы. И вот на данном слайде мы видим также украшение Якаши бренд. Я взяла современную интерпретацию, то есть это от бренда Your You, именно современная. Я безумно хотела оригинал, я искала по всем барахолкам, рынкам и так далее, но если такая вещь появляется, ее очень быстро забирают, на нее охотятся, она из серебра чаще всего в оригинале. И, к сожалению, пока я ее не нашла, но их очень много можно разглядеть в нашем Национальном музее Республики Татарстан. Там прям отдельный зал. Я была очень удивлена, мне очень понравилось. Он делался в формате застежки, то есть вот здесь он расстегивался. И поэтому здесь чаще всего была нитка без застежек, потому что ты просто мог здесь отстегнуть, как воротничок. Это безумно красивое украшение. На второй фотографии мы видим как раз-таки ту самую чулпу, о которой я говорила. То есть это то, что крепится к косе. Наши бренды, вот бренд Матрюшка есть, например, да, они тоже делают их сейчас. Конечно, не из серебра, но тоже очень приятно, на самом деле, надеть на мероприятие. Правда, я это адаптирую уже больше как подвеска. У меня есть чулпы, которые я переделала в серьги. То есть просто чуть-чуть смекалки, на самом деле все можно адаптировать. И есть чулпы, которые я прикрепляю к бинету, то есть к головному убору я вшила петельки и просто прикрепляешь, и ощущение, что чулпа на своем месте находится. И, собственно, изю. Изю — это украшение, вот как раз, которое делалось из подручных аксессуаров, фурнитуры, из того, что было дома. И серьги с браслетами татарки тоже, да, очень сильно любили. Серьги чаще всего были объемные, но их также носили под головной убор, то есть не активно носили их на улице. И мы вот перейдем к хасите, да, то есть это то украшение, которое носилось тоже под жилет, под накидку, а не носилось сверху, то есть чтобы показать свой статус. Такого не было. И что очень важно, когда как раз-таки мы говорим о исламе, о соотношении с религией, это украшение было создано для того, чтобы носить Коран. То есть носился Коран на нем, использовалось как личный сакральный оберег. Да, было немножко в понимании искажения, то есть действительно его называли оберегом исторически, даже если изучить. И вот то, что я сказала, носилось под одеждой. То есть это тоже украшение, которое создавалось из подручных элементов, пуговицы, броши, вот все, что осталось. Сережка сломалась, вот ее пришивали к хасите, к изю с этим украшением. Единственное, на что мне интересно, на самом деле, если оно хранило аяты, нельзя было заходить в уборную, то есть потому что с именами Аллаха нельзя заходить в такие места. И почему это не религиозная мода? То есть нельзя говорить, что татарам навязали закрытую одежду, потому что закрытость существовала и до принятия ислама. Первое, как я и говорила, это из-за природных условий. Второе, в силу того, что на этих природных условиях формировалась уже, скажем так, мода. То есть это понятие все не любят, слово само мода, но это, наверное, самое подходящее слово, которое мы можем использовать. Форма одежды определялась бытом и культурой, и ислам лишь усилил, но не создал национальный костюм. И, собственно говоря, о мусульманской моде я использовала слово мода, потому что это вот просто для разграничения. Да, это религиозные нормы и универсальные требования. То есть там просто есть скелет, есть база, что мы должны одеваться по шариату, могут быть открыты кисти рук, лицо и стопы ног. И все. То есть там не говорится, какой должна быть одежда, если исключить, конечно, что она не должна быть облегающей, вызывающей, но при этом именно вот какие элементы национальной культуры можем мы использовать или нет, там не говорится. То есть ислам этому не противостоит, он на это не влияет, он только лишь, мне кажется, это поддерживает. И, собственно, татарская мода — это уже про культуру и быт, и национальную эстетику, которая складывалась исторически в рамках жизни самих татар и в рамках их условий жизни. И вот, собственно, меня попросили рассказать о трендах современных сейчас, которые присутствуют.
На данных фотографиях образы, которые собирала я, здесь наши современные бренды сочетаются с элементами, которые как раз-таки мне достались от бабушки. Потому что я искренне считаю, что национальная мода, она сейчас возрождается. У нас активно появляются новые дизайнеры, у нас появляется очень много интересных организаций, которые готовы это поддерживать. И когда мы соединяем историю с современностью, получается что-то очень вкусное, интересное и что-то про нас, индивидуальное. От бренда Найман, это наш казанский бренд, украшения вот от Матрюшка и головной убор, который моя бабушка сделала своими руками. Мы его восстанавливали вместе с Бюро Бану, и посмотрите, как актуально он смотрится на самом деле. И если кто-то даже удивляется и подумает, что так никуда нельзя, можно. Я хожу так, я хожу так на мероприятия, я хожу так, если у меня есть настроение. Я даже сегодня просто не успела, может, в силу, наверное, дичайшего графика, так как у нас активная началась фаза подготовки. Я хотела надеть головной убор, вот, например, его изготовили Бюро Бану. То есть Бюро Бану его изготовили, здесь национальные орнаменты. И я очень рада, на самом деле, что сейчас наши татарстанские дизайнеры создают что-то такое уникальное и интересное. И что самое интересное, возрождается культура, когда кто-то к нам в республику приезжает, они покупают не китайские сувениры, да, а они едут к таким дизайнерам, они берут у них кисеты с орнаментами, они берут вот эти платки, чтобы привезти, сохранить и прочувствовать именно вот саму вибрацию нашей республики. На второй фотографии мы видим бюрек, так назвали эту модель, бренд Люси, вот вязаные ручной работы. И украшения, которые я к ним прикрепила рандомно, это тоже украшения от Матрюшка, от бренда, который находится на Татарской Слободе. Вы можете к ним заглянуть. И браслет, вот, который я вам показывала от моей бабушки. Дальше фотография как раз-таки с чулпами, которые я преобразила в серьги. Здесь, наверное, я больше скажу вот о третьей фотографии. Там также жилет от Бюро Бану и украшения от Матрюшка. И что я хочу сказать, что вот на третьей фотографии я как раз выступаю в Салехарде, и в Салехарде я тоже рассказывала о нашей национальной татарской моде, то есть что у нас это и есть, что у нас есть интересные бренды, и что культурный код, он сейчас максимально активизировался. И исходя из этой любви к национальной тематике, я не могу не сказать о своем проекте. Это проект Fashion Iftar. Он был создан как создание моды через историю, ценности, личный путь. Он о том, что женщина в Татарстане — это не только заботливая мать и хозяйка, но и мудрая личность, которая активно участвует в жизни общества. Архетип женщины в нашем регионе — это символ силы, независимости, которая не забывает о своих корнях и традициях. И вот через этот проект мы пытаемся возродить национальную моду. Все бренды, которые участвуют, они российские, на 80% они татарстанские. Это больше 20 регионов-участников, которые приезжают и узнают о нашей культуре через этот проект. Потому что я могу как минимум даже сказать, за Москву к нам приезжает группа ТМГУ на 2 дня. Это мы рассказываем об исламе и культуре, лекцию в Тимирясе даем, и затем как бы их поездка заканчивается как раз-таки фэшн-ифтаром, феерично, и они видят во всей красе, как может выглядеть национальная татарская одежда. А в этом году еще и меня назначили куратором выставки «Ижип», «Нитка». Мы будем делать выставку в музее, Национальный музей Республики Татарстан на тему национальной моды. Я очень надеюсь, что это станет таким масштабным, объемным трендом, да, чтобы в музее ходили и наше уважаемое поколение, и, конечно же, молодая, сочная аудитория, которая как раз-таки передает на самом деле сейчас те традиции, те культуру, которые у нас есть. Сейчас мы в процессе разработки, я в процессе разработки, но я очень надеюсь, что 10 марта, когда будет открытие, это прямо в мой день рождения, все вы придете, поддержите, и самое главное, что вам откликнется, я очень надеюсь. Потому что, конечно, я не делаю это для того, чтобы просто вот было звание куратора, просто вот я сделала выставку. Я хочу, чтобы это дошло до сердца каждого жителя республики, в первую очередь до женщин, потому что моя работа больше связана с женщинами, и чтобы женщины получили эстетическое удовольствие, и чтобы вот с точки зрения корней они почувствовали какую-то гордость, что это действительно возрождается. А там вдруг и Раис нас поддержит, кто знает. Вот, собственно, если вдруг у вас есть какие-то вопросы, я буду очень рада ответить, потому что во взаимодействии мне легче. Ну, если мы говорим про
Сейчас то не сказать, что богаче или беднее, это больше на самом деле геополитическая история. То есть мы понимаем, что у нас в республике, например, там нефти, да, и мы действительно закрываем для России большие объемы. Но это общереспубликанская история. Вот. А если говорить отдельно о татарах, то сейчас вот активное возрождение я вижу как у нас в Казани и вообще во всей Республике Татарстан, это и Елабуга, и Челны, и другие районы, так и, к примеру, в Уфе, потому что мы в Уфе проводили фэшн-ифтар, и башкиры, башкирские татары, правильно будет сказать, да, они сейчас тоже, на самом деле, активно возрождают свою культуру, и их украшения, они разительно отличаются от наших. То есть это изю куда крупнее, больше, головные уборы. И когда я сидела и смотрела на это в рамках показа, у меня шли мурашки, что насколько мы все на самом деле разные, но при этом как не хватает вот этого объединения, чтобы мы все вместе изучали нашу культуру, скрывали эти факты, просто двигались с этим, действительно укрепляясь, а не соревнуясь, не споря и не рассматривая, кто богаче, кто беднее. Это на самом деле не важно. Если кто-то богаче, он всегда может поддержать того, кто беднее, если это про высокие цели. На самом деле, когда я начинала, я, наверное, через сопротивление, у меня очень тоже консервативные татарские родители были, которые никуда не выпускали дальше двора, и из окна должно было быть видно, где я гуляю. И, собственно, после замужества только я, наверное, активно начала заниматься именно. То есть если в семье с родителями я читала целыми днями, меня воспитывали именно в интеллигентной среде, то есть это всегда литература, это всегда какие-то выставки, театры, то есть все мое детство было этим наполнено, у нас были абонементы театральные, то когда я вышла замуж, наступила активная фаза, где я уже могу проявлять свои знания, себя как личность. И я начинала с волонтерства. То есть я как волонтер действительно ходила на первый республиканский еще ифтар, тогда, как я помню, а затем на другие мероприятия. В какой-то момент просто моя, наверное, лидерская черта сработала так, что я люблю быть над ситуацией. Я начала просто обдумывать, что я могу сделать полезного, чем я могу помочь. Я начала просто рандомно организовывать мероприятия. Это были вечера Корана, это бьюти-вечера, это аукционы, лектории, чего только не было на самом деле за период. И просто в какой-то момент ко мне пришло предложение от бренда Max Mara стать их лицом именно в платке здесь, в республике. И пришло предложение параллельно прямо от бренда Марина Ринальди, это тоже Max Mara Fashion Group, но плюс сайз, организовать для них показ. И именно вот в этом моменте подготовки, съемок я поняла, что действительно именно сфера фэшн — это, наверное, тот код, которым я могу доносить красоту ислама и красоту своей национальности через визуал. Кто-то умеет словами, кто-то умеет визуально. И вот я выбрала такой путь. И, собственно, в какой-то момент на сопротивление одна организация запретила мне проводить показ, который у меня был запланирован. И они сказали: вы либо к нам присоединиться можете, либо отменить. Я, конечно, не буду называть организацию, но я понимала, что они не хотят, чтобы я к ним присоединялась. Я просто сказала, что окей, я отменяю. Я встретилась с командой, я впервые в жизни позволила себе расплакаться. И просто я понимаю, что это, наверное, от Всевышнего просто мысль в моменте была. Я просто понимаю, что через 3 месяца у меня просто ифтар, который ежегодно я провожу, женский, с разными форматами. А почему бы не сделать фэшн-ифтар? И все. И с того момента просто создался проект, у которого сейчас охват более 70 миллионов благодаря СМИ, благодаря тем людям, которые приходят. Это вообще абсолютно разные. Это и правительственная часть, и бизнесовая, и блогерская, и просто активные женщины, которые действительно поддерживают. Мне кажется, мы уже давно превратились в одно огромное классное комьюнити, где как раз очень много обратной связи, что вот одна история, которую я особенно помню, это девушка, которая по-моему, от Нинского района приехала, молодая, то ли 18 лет, то ли 16. И она зарядилась настолько, что она осталась в Казани, стала стилистом и завела на тот момент блог в ТикТоке, который возрос до 20 тысяч буквально за считанные какие-то месяцы. То есть человек себя так нашел. И такой обратной связи у нас очень много. У нас есть еще одна история, где в том году девушка очень хотела стать моделью, я просто мечтала. А я об этом даже не знала. То есть я всех сразу спихиваю на тех, кто у меня в команде этим занимается, просто из-за того, что объем людей, ну, действительно большой. И вот ее мама в один день подходит ко мне после уже фэшн-ифтара, она рассказывает, и у нее идет энергия такая прям мощная, то есть она плачет, я начинаю плакать от того, что я узнаю, что в рамках фэшн-ифтара произошло еще одно чудо. То есть, оказывается, Регина, которая у меня кастингом в команде занимается, в последний момент действительно, она говорит: нам одной модели не хватает,
все хорошо. Они ночью с соседями перекрашивают туфли для того, чтобы у него было все по требованиям, которые мы предъявляем. Выходят на показ и начинают сыпаться предложения на следующий же день. Потому что девушка действительно красивая, все, а мы берем просто с опытом в основном, то есть мы не берем начинающих. А тут так все совпало, и тут такая история, и человек себя нашел, и родители в восторге, и мы как бы счастливы. И вот, наверное, ради этого и работаем. А с точки зрения того, чем вам заниматься, швеи, модно, не модно, это все модно на самом деле, если найти правильный подход. Потому что всегда то, что мы делаем и кажется базовым, можно очень вкусно преподносить. У меня есть еще вот пример той же крестецкой строчки, которая вот это то производство, которое в Нижнем Новгороде умирало. Там уже саму крестецкую строчку хотели убрать с герба Нижнего Новгорода, потому что, производства-то нет. Швей человек 5 осталось, которые эту технологию еще хоть как-то могут сохранить. И, собственно, вот я познакомилась с Александрой в Москве, да, которые выкупили, которые сделали коллекцию с Ульяной Сергеенко, которые вообще настолько активно возродили, что сейчас эти бутики, они и Four Seasons находятся в Москве, и где только их нет, и это уже люксовый премиальный бренд. То есть это что-то, что вот прям действительно делается руками и ценится, а не обесценится, что вот где-то там в районе сделаю, значит, 3 копейки должно продаваться. Поэтому и вы себя, и свое позиционирование можете выстроить. И выстроите, на самом деле, если действительно мечтаете стать швеей. Я из Казани, то есть у меня семья Мурс по стороне папы, то есть мы относимся как раз-таки к дворянскому роду. И, собственно, как там говорят, татарлар, но какая-то примешанность мишар все равно есть. Без этого мы не обошлись. Да. Это татары. Да, на самом деле, это даже любимая черта, потому что она помогает решать вопросы. По поводу черного цвета, на самом деле, я ношу вообще разные цвета. У меня нет такого, что я сконцентрирована только на черном. Это настроение, это погодные те же условия. То есть вот сегодня я понимала, что у меня гиперактивный день. То есть я сегодня как вышла с утра, у меня было несколько съемок, у меня еще после лекции процедуры. И я понимаю, что мне нужно быть просто функциональной, а вечером еще детей надо как-то забрать. И вот, собственно, поэтому черный мне идет, я его выбираю. Вот даже бюро Бану, то есть они расшивали, это не было по моей просьбе, у них тоже есть просто изделие черного цвета, потому что черный это классика. То есть это не так, что вот я вижу тоже прекрасную женщину. Черный цвет. Да. У меня есть гардероб черного цвета практически. Потому что это такой холст, на котором можно сделать все. Да, да. Но у меня у мамы тоже есть подруга, которая всегда мне говорит: Жанат, опять ты в черном. Оденься ярко, ты же молодая. И я вроде... Я постепенно ушла в черный цвет. Я прям в восторге. Мой организм прям просит черный цвет. На нем нужно совы. Да. Смотрите, нечаянно. Но при этом цвет Fashion Iftar, кстати, синий-голубой, Я если что. нечаянно сдала. Исламский, кстати, считают, на самом деле, вот мы стереотипно все воспринимаем, что исламский цвет это зеленый, вообще исламским считается белый. Белый цвет. Его любил и пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям. То есть это базово это он. То есть, а просто из-за того, что есть еще маркетинговая сторона этой всей истории, все привыкли видеть значки, логотипы мечети в зеленом цвете. То есть ассоциативный ряд просто такой сложился. Но базово это белый.